Доброе утро, дорогие наши друзья! Мы продолжаем буддийский путь, и с вами Тензин Байлак. 15-16 сентября прошла научно-практическая конференция в Забайкальском крае в честь юбилейной даты 30-летия буддийской Агинской академии. И эта буддийская академия, она появилась еще в 1993 году. И рядом с этой академией находится один из самых старых дацанов, который называется Агинский дацан. Он был построен в 1818 году. И в Бурятии сохранились два дацанов. Это Агинский и Цугольский дацан, которые не были разрушены в 30-е годы. История этого Агинского дацана заключается в том, что когда построили этот дацан, и сколько было лам в этом дацане, столько же посадили сосны, и число их достигало 1000 сосен. И за 200 лет эти сосны, они выросли до трехметровой высоты, они стали очень высокими. И в 30-е годы эти сосны, они закрыли этот дацан. И поэтому в советское время решили после военное время не только использовать этот дацан для военнослужащих, потом уже в 50-60-е годы этот дацан стал туберкулезным диспансером. И в период советское время со всех городов, со всех регионов приезжали люди туда лечиться, потому что эти сосны, они хорошо воздействовали на лечение больных туберкулезом. И в 1992 году, когда началось возрождение буддизма, решили постановлением Министерства культуры передало этот дацан буддийским ламам. И с 1993 года настоятель этого дацана, он открыл школу, потом уже институт, а сейчас это уже академия, которая отметила 30-летие. И на эту научно-практическую конференцию приехали гости не только из нашей республики Тыва, а также это Калмыкия, Забайкальский край, Республика Бурятия, это представители с Иволгинского дацана, был ректор Дембре Лама и другие представители ламы, а также это были из Алтая. Это те ученики, которые обучились в Агинском дацане. И сегодня в сайте вы можете увидеть объявление о приеме студентов, хураков в Агинский дацан, а также при Агинском дацане имеется академия, где можно обучиться тибетской медицине и буддийской живописи. И эти три специализации, они по продолжительности, по времени можно обучиться 4 года, получить специализацию бакалавриата, а потом уже после получения диплома можно продолжить свое обучение в светских вузах. И сегодня Республика Бурятия, она делает прорыв по скрещиванию духовного образования и светского образования. Ну, например, сегодня у нас не прервалась традиция воспроизводства буддийского духовенства в Иволгинский дацан, потому что, как мы рассказывали на прошлых передачах, в Иволгинский дацан был направлен тувинский лама Кенден Цурюмпашка. В 1957 году он приехал и стал штатным ламой этого дацана. И там очень интересные истории о том, как он прибыл в Бурятию. И с момента прибытия в Иволгинский дацан, конечно, Кенден Цурюмпашка, он думал о том, как же возродить буддизм в республике Тыва, как построить хюре. И эти мысли всегда не покидали тувинских лам. И уже в 1946-1947 году, когда уже были запреты в нашей республике, закрылся последний хюре недалеко от города Чадан. Тогда уже ламы из Кирпич-Сарая, Шимбайол Пашка, Аппаратых Пашка, Куларорус Пашка и другие учителя, которые остались живы в советское время, они начали приезжать в гости к Кенден Цурюмпашке, который как раз уже в конце 70-х годов стал занимать очень высокий пост в Иволгинском дацане и входил в 5 самых лучших лам по всей стране.
К нему приезжали ученики, верующие, а также это больные люди с Украины, с ближайших республик. И поэтому ламы, когда собирались в его домике, они разводили талган в молочном чае и обсуждали о своей родине, о своей республике. И всегда они мечтали получить земельный участок и на этом участке построить хюре. И, конечно, в 1991 году, когда появилась вот эта возможность в период Возрождения в республике, появилась не только буддийская организация, но и это место, где в 1992 году после приезда его святейшества Далай-ламы 14-го был уже построен Туфтан Чой Харлин на правом берегу Кызыла. И эта идея воплотилась благодаря тувинским ламам, которые в те времена они остались живы и в своем преклонном возрасте, в 90 лет, они передавали эту идею тем уже активистам. И один из них был Орзол Владимир Шагдырович, он был у истоков строительства этого храма. И буквально за 30 лет этот хюре, который сейчас находится на правом берегу, он находится в целости, сохранности. И, как мы знаем, сейчас идут полемики на этот счет, но нужно понимать, что тувинские ламы, они, начиная с советского времени, думали о строительстве хюре, о том, чтобы была возможность практиковать, была возможность обучать хураков и передавать это буддийское образование не только духовенству, но и жителям. И поэтому сейчас Туфтан Чой Харлин официально был передан управлению Камбалами Республики Тыва Саргла Сергеку или Гелекна Сакторжу. Этот хюре был передан, и сейчас идут реставрационные работы, будет реставрироваться крыша. И я помню, что когда мы были на ретрите в прошлых годах, крыша была очень аварийная, и когда дул ветер, там буквально стекла падали вниз, что было очень опасно. И поэтому решение заняться реставрацией этого храма – это правильное решение. И восстановление и реставрация этого храма, конечно, связано при поддержке культурного фонда Кюжигета Сергеевича Шойгу, а также с поддержкой правительства Республики Тыва и главы Владислава Тагырстаевича Хувалых. Мы очень рады, что сейчас есть возможность, чтобы недалеко от города будет возможность построить медитационный центр, а также сегодня есть потребность в строительстве реабилитационных центров для военнослужащих, для обездоленных и социально неадаптированной группы населения. И поэтому территориально это очень такое благоприятное место, потому что рядом находится 55-я мотострелковая бригада, да, и рядом есть еще и зона. И поэтому, конечно, помимо этих медитационных, реабилитационных центров, там будет дуган для духовенства. И поэтому духовное очищение, духовные практики, образование там всецело будут выполняться и производиться. И поэтому всех тех, кто сейчас очень заинтересован буддийским образованием и исследованием, те, которые сейчас вникают в эту сферу, конечно, было бы хорошо, если бы каждый из нас с чувством сострадания и чувством понимания относился ко всем этим преобразованиям на современном этапе и очень бережно относился друг к другу, без какого-либо пренебрежения, без критики. Мы бы начинали бы новое дело, а дело это связано с
установлением буддийского образования в нашей республике. И сегодня мы знаем, что в новом храме Туптен-Шедублинг, это недалеко от аэропорта, там сейчас идут курсы повышения квалификации для буддийского тувинского духовенства и для молодежи. И там в течение 2 месяцев будут проводиться эти курсы, будут читать лекции по истории буддизма в Туве и по другим дисциплинам. А также в процессе сегодняшнего развития идут очень интересные события. Это, опять же, продолжаются лекции в новом храме. Недавно было строительство мандала Валкитешвары благодаря тувинским ламам. И мы понимаем, что установление, формирование отдельной группы, профессиональной такой группы, как буддийского духовенства, очень выгодно для нас, жителей, для тувинцев, потому что это тоже профессиональная группа, которая занимается служением, которая занимается духовными практиками. И будет хорошо, если мы все вместе будем исследовать эти истории о буддизме и те культурные традиции, которые сохранились, и что мы можем передать нашему поколению, ученикам. И хотелось бы завершить на той истории Агинского дацана, почему было важно уехать на эту конференцию, принять участие, потому что 19-й Хамбы-лама, пандита Хамбы-лама Иволгинского дацана был Гомбоев Жамбал Тажи. Он был родом из Агинска. И когда он с 1963 по 1982 года был Хамбы-ламой, рядом с ним служил тувинский лама Кенден Цюрюмпашка, о котором мы говорили в начале нашей передачи. Он был один из самых выдающихся учителей. И, конечно, так как его Хамбы-лама, его учитель, был родом из Агинска, он также курировал Агинский дацан. И поэтому у нас есть тесные кармические связи с Агинским дацаном. И для всех бурят Агинский дацан – это лицо всего бурятского буддизма, потому что Агинский дацан, он сохранил ту чистоту верования. Там атмосфера очень спокойная, тихая. И поэтому там очень благоприятно получать духовное образование и получить все те знания, которые непрерывно переходили от учителя и ученика. И поэтому мы призываем всех наших слушателей, всех тех, интересующихся буддизмом, самое главное — соблюдать уважение к учителям, буддийским учителям. И такова наша карма, что у нас немного в тувинском сообществе, санхе, можно сказать, немножко прервалась эта преемственность, и поэтому нам очень важно проявлять вот это уважение, понимание и сострадание к тем, кто занимается именно восстановлением, возрождением, строительством духовной сферы в нашей республике. И поэтому мы благодарим наше правительство, всех тех заинтересованных людей, фонд буддийского образования и исследования из города Москвы, всех тех исследователей из разных республик, из разных городов, что они обращают свой взор в нашу республику. Наша республика, она имеет очень древние истоки, насыщенную культуру, и очень есть интересные истории, о которых мы рассказываем еженедельно. Приглашаем всех на учения, на лекции. И еще раз приглашаем всех послушать лекции. Вы на страничке Пима Тензин в контактах. До свидания.